Доброе утро, наши телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. И сегодня долгожданная пятница и последний день января, 31 число. Да. Мы надеемся, что вы находитесь в хорошем расположении духа и предвкушении выходных дней. Ну что ж, какие даты мы сегодня отмечаем? Сегодня во всем мире профессиональный праздник – Международный день ювелира. Отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекраснее. Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню. Появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. На Руси широко использовались золотые и серебряные оправы для камней, а самые драгоценные камни считались символом верхней власти. Ими инкрустировались корона, скипетр, царский жезл и держава. Вообще существует несколько дат празднования для ювелиров. Например, якутские ювелиры отмечают свой профессиональный праздник 23 октября. Ну что ж, можно и дважды отпраздновать, Конечно. действительно. Ну а в 1893 году был зарегистрирован товарный знак Coca-Cola. История этого напитка берет начало в марте 1886 года, когда Джон Пембертон пытался найти новое болеутоляющее средство. Взяв сахарный сироп и кофеин, добавив в него отвар коки, он получил стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета. В аптеку Джейкобс в Атланте он поступил как лекарство от расстройств нервной системы. Продолжая экспериментировать далее с этим сиропом, он в него добавил газировку, и с легкой руки друга Пембертона Робинстона напиток получил название Coca-Cola и логотип, который теперь знают во всем мире. Да, который символизирует уже праздник, да? Праздник. Ну, вы помните, что Да. там большой уровень сахара, так что не увлекайтесь. Конечно. Году памяти и славы, приурочено к 75-летию Великой Победы, наша утренняя передача НВК «Саха» запустила флешмоб. Концепция такова. В составе 10 человек вы должны спеть песню «Катюша» на слова Михаила Саковского и на музыку Матвея Бланта. И отправляйте к нам на почту utro.nvk@mail.ru либо в Инстаграм «Утро НВК Саха». Полученные видеоконтенты мы будем размещать каждый день под хэштегом «Утро НВК Победа 75». Так что, друзья, у вас есть шанс прославиться на Да. нашем канале. Ну и мы хотим еще анонсировать, что 1 февраля, завтра, в субботу, в 11 часов на каналах НВК Саха, Якутия-24, Радио Тетим состоится отчет правительства республики. Руководство Республики Якутия готово ответить на все ваши вопросы. Для этого сегодня отправляйте их по номеру телефона 8 41 12 508 229 или на сайт yakutia.click или на сайт www.saha.gov.ru. Находите там нужный раздел, пишите Да. ваши вопросы и завтра ждите ответ. Обязательно, будьте неравнодушны. Далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах утром минус 21, минус 28, днем минус 17, минус 26, в Заречных минус 25, минус 29, днем минус 21, минус 26, в южных Улусах минус 16, минус 21, минус 15 днем. В Вилюйских Улусах минус 18, минус 24, днем минус 16, минус 23, в Нижнеленских минус 26, минус 28, днем минус 27, минус 28, немножко холоднее даже, чем утром. В Колымо-Индигирских Улусах минус 21, минус 38, днем минус 16, минус 37, в Янских минус 18, минус 27, днем минус 21, минус 26, на северо-западе минус 20, минус 32, днем минус 20, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 28 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 23, минус 25 градусов. Ну, прямо-таки жара и ранняя весна. В Да. эту погоду теплую, как обычно, мы все ожидаем наступления гриппа. Да. Ну, есть такая статистика. Есть такой сезон, да, у нас гриппа и ОРВИ. И Ну, у об нас этом- в гостях Туяра Иванова, заведующий приемно-консультативным отделением детской инфекционной клинической больницы. Ну, Здравствуйте. Яра, доброе утро. Ну, надеюсь, что в этом году нас обойдет это немножко, не в таких объемах, как в предыдущие годы. Но все-таки как от ОРВИ, ОРЗ защититься? Защита от гриппа Мгм. самая такая, ну,
защищает только вакцина профилактика от гриппа именно. Мгм. А от ОРВИ только неспецифическая профилактика. А это как? Это как? Это ношение масок, Мгм. избегать скопления массового людей. Людей, Да, ага. И защищаться можно закаливанием, заранее, да. Мгм. А Ага. как закаливаем? Как? Закаливаем? Холодной водой? Ну да, это тоже Если можно. я Мгм. Мгм. начну Можно Но Давай. это заранее Ну, только. это только заранее, Да. да? А так, только специфическая, только вакцина профилактика. Но смотрите, вакцину же тоже делают по осени. Сейчас, наверное, уже поздно. Да, сейчас уже поздно делать. Тогда что, Мгм. что мы делаем? Ага. Стараемся не посещать, Не посещать места скопления людей. Людей, да. Да? Ага. А, моем Ношение руки, масок, маски. мыть руки Мгм. Мыть руки с постоянно с мылом. антисептическим средством или мылом. А обрабатывать. питание, допустим, какое должно быть? Питание должно быть полноценное. Мгм. Хорошо, у меня вопрос насчет масок, да? Как часто нужно менять и какие выбирать? Есть самые простые, есть какие-то с клапанами. Вот какие будут лучше? Одноразовые маски, да, они Мгм. предотвращают, да. Ага, и как часто? Менять каждые 2 часа. Ага, Каждые вот. 2 часа. Каждые 2 часа. Ну что ж, у нас еще есть одна животрепещущая тема, это коронавирус. Да? Да, Да, все Прокомментируйте, боятся, что все это такое, ожидают. что за это болезнь? такое? Ну, сейчас в Китайской Народной Республике состоит неблагополучная обстановка с этим новым типом коронавируса. Мгм. Ага. Что это за болезнь такая? И она была раньше или что? Она была и раньше. Мгм. Мгм. То есть это она не, вот не сейчас появилась, Нет, да? не сейчас. Мгм. Мгм. Но она именно появилась в Китайской Народной Республике в городе Ухань. Мгм. Ага. Вспышка. Ага. Мгм. Предот- ну, Какие симптомы? Симптомы такие же, как при других острых респираторных вирусных инфекциях. Это температура, Мгм. Мгм. жар, озноб, Мгм. сильный кашель сухой Мгм. или с небольшим количеством мокроты. А что поражает? Головная боль Мгм. и бывает еще рвота и жидкий стул. Смотрите, Мгм. Туяра, а как же мне тогда, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, понять, у меня обычное ОРВИ или у меня вот этот страшный вирус? Как мне их разграничить? Различить, да. Это должен быть эпидемиологический анамнез такой. Мгм. То есть прибытие из страны неблагополучной Мгм. Мгм. по этой. Мгм. Мгм. То есть если я Инфекции, там да. была, или если кто-то из близких Да, прилетел, или да? только из близких прилетел. И вот на данный Извини, момент, я тебя не встречу. Да? Увидимся в марте. Да. ну да, изоляция такого больного нужна. Мгм. Ага. Ну, в интернете гуляет, да, уже, что типа прилетели какие-то люди с температурой. Правда или это или нет? Ну да, взрослый человек прилетел да, Мгм. с температурой. Заболевший. Сейчас у нас усилен санитарно-таможенный контроль, Мгм. двойная термометрия при... Мгм. Проверяют температуру. Ну вот, да. коронавирус. Расскажите, а на какие органы он поражает и вообще, Да, чем что он так происходит с опасен? человеком? Почему там такая большая статистика по смертности сейчас в Да. Китае? Он вызывает, поражает верхние и нижние дыхательные пути. Мгм. Вызывает часто пневмонии. Мгм. И особенно у пожилых людей, у которых хронические заболевания легких, Мгм. сердца. Мгм. Идут осложнения, Да, получается. идут осложнения этого заболевания. То есть, по сути, не сам вирус убивает, а его последствия, его Мгм. осложнения Да, на легкие и на сердце, Да, Ну, да? то есть, Именно получается, поражать людей с низким иммунитетом, да? да. Хорошо, вот вы Мгм. сказали, что диагностировать может только лаборатория, да? Да. Если я чувствую, ну, себя нехорошо, если у меня температура, дай есть бог. вот эти вот симптомы, Да, мне надо обратиться к врачу да, обязательно. Да, обязательно вызвать врача на дом. Мгм. Мгм. И уже Как долго обследоваться. держится температура, допустим? температура держаться может долго, да, при Мгм. осложнениях, да. При пневмонии, да, держаться может долго. Мгм. Смотрите, ну а почему вот эти вот напасти, как грипп, как ОРВИ, да, они приходят к нам как будто строго по расписанию? именно, да. У нас Они- сейчас даже, знаешь, школы корректируют программу обучения под ожидаемый карантин. Почему именно в это время? У них есть своя сезонность. Это зимне-весенняя. Мгм. Поэтому. Ну, это интересно, да? Это Оттаяли, как получается. можно отнести это? Как к этому относиться? То, что именно зимой и весной. Это у человека какой-то организм меняется, Да, либо или это в это природе в что-то природе что-то просыпается. меняется. У каждого заболевания есть своя сезонность. Мгм. При ОРВИ и гриппах это вот зимне-весенняя. Это очень сезонность. интересно. Хорошо, Туяра, ранее сказали, что вот есть один поступивший с симптомами коронавируса. Я думаю, что вы еще не диагностировали Нет, точно, на да? сегодняшний день на Российской Федерации у нас не зарегистрировано случаев Мгм. этого заболевания. Вы просто перестраховываетесь, Да. получается. Потому что проведены, Конечно. надо провести мероприятия, Мгм. чтобы предупредить. Хорошо. Ну, а как получается сейчас, в каком режиме вы работаете в связи с этим? Мы готовы, да. Проведены
действия медицинского персонала при подозрении на эту инфекцию. Мгм. Ага. А владеете ли информацией по ситуации в Ухане, допустим? На сегодняшний день в Китайской Народной Республике более 7 тысяч заболевших, Мгм. и из которых более 100 человек умерло. Мгм. Ужас. Это насколько серьезные цифры или, ну, скажем так, терпимые, если так можно Это говорить? серьезные цифры, да. Это Ага. серьезные, да? Но болезнь Да. излечимая, по идее. Да. Мгм. Регистрируется завоз в 15 стран. Это Мгм. США, Германия, Франция, страны Юго-Восточной Азии. Мгм. Мгм. А расскажите поподробнее про детскую инфекционную больницу. Да? Как она работает? Какой режим? Сколько пациентов вы готовы принять? Детская инфекционная клиническая больница – это единственный стационар у нас в городе, который оказывает экстренную и неотложную помощь детям с инфекционной патологией. Мгм. Работает несколько отделений. Это воздушно-капельное, отделение бактериально-диагностических инфекций, приемно-консультативное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. Ну, Она рассчитана на 145 коек. ага. Я вот просто помню, что я когда-то лежал со своим сыном, и на тот момент пап было очень мало. Мгм. А как сейчас? Говорят, что пап стало побольше. Да, пап стало побольше, да. С чем бы это Кто было о чем, связано? Максим, о наболевшем, да? Да. И А вообще, же? что там есть для ребятишек, чтобы, ну, Ага. и лечились хорошо, быстро, и, ну, и какое-то время пребывали там комфортно? Ну, больница у нас типовая, приспособленная под Мгм. инфекционный стационар. Мгм. Мы ждем вот, как бы постройки новой больницы. Ну, дай бог, Мгм. будет новые Мгм. лучшие Да. условия. Да. Хорошо, Туяра, И? все-таки, если случилась нехорошая болячка, скажем Мгм. так, да, и Мгм. нас Подхватили направляют, вирус. ну, какой-нибудь, надеюсь, Да. не коронавирус, конечно, и нас направляют к вам. Что нужно при себе иметь, чтобы, ну, чтобы уже потом папу не отправлять за документами или еще что-то? Мгм. Что нужно иметь при себе при поступлении? Это- Не забывая о ребенке и о себе. Ага. Это нужно иметь в первую очередь документы. Это паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, полис и СНИЛС ребенка, Мгм. свидетельство о профилактических прививок, сертификат и ФЛГ родителя. Мгм. И предметы личной гигиены. Хорошо, понятно. И вот давайте еще раз, как же все-таки провести профилактику, да, от ОРВИ и гриппа? Давайте еще повторим нашим телезрителям. Это мытье рук, Мгм. ношение масок. При посещении мест массового скопления людей, после этого надо промыть руки, мыть Мгм. руки Мгм. и промывать нос. Все понятно. Мгм. Туяр, большое Да, спасибо. спасибо большое, Мы что и пришли. вам, и нам, и телезрителям желаем, чтобы вот эти все напасти обошли нас стороной, чтобы у вас было меньше работы, а у нас меньше переживаний. Ага. Да, надеюсь, что клиентов у вас будет все меньше и меньше. Так что, друзья, соблюдайте правила безопасности Да, и, гигиены. да, и Мгм. будьте И не здоровы. болейте. Жизнь нас учит вести грамотную финансовую политику. И те, кто к этому вопросу относится не так серьезно, порой оказываются в сложнейшей ситуации. Далее сюжет про судебных приставов, которых, если их проигнорировать, дело же может обрести не самый приятный оборот. В жизни бывают разные сложные финансовые ситуации, как и от внешних факторов, так и из-за собственной халатности. Какими же стали объемы работы наших судебных приставов на данный момент? Каким мерам привлекаются граждане в случае неисполнения судебного решения? Одним из факторов увеличения обращений на нашу службу стало то, что люди стали более юридически грамотными и защищают свои права и интересы в суде. После решения суда судом выдается исполнительный документ. Исполнительный документ взыскательным предъявляется к нам, в службу судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства судебным приставом исполнителями направляется по почте в адрес должника именно постановление о возбуждении исполнительного производства. Согласно закону, федеральному закону об исполнительном производстве, у должника есть 5 добровольных дней для исполнения решения суда. Работа судебных приставов предполагает большую стрессоустойчивость и умение обладать ситуацией. Сейчас мы узнаем порядок мероприятий в случае, если должник не возместил заявленную сумму вовремя. Для составления акта описи ареста на имущество должника для судебного пристава исполнителя нужна группа быстрого реагирования службы судебных приставов, также 2 понятых и представитель должника. Сколько выездов вы делаете в день? В день по 8 адресов выезжаем. Специфика нашей работы,
исполнительских действий можем совершать до 10 часов вечера. Делите ли вы юридических должников с физическими? Юридические лица выезда обычно в день осуществляется до обеда. А после обеда уже или вечером, к вечеру уже к физическим лицам. Как часто происходят конфликтные ситуации при аресте? Конфликтные ситуации бывают редко, но для исполнительных действий обязательно нужны группы быстрого реагирования. Дорогие граждане, будьте более сознательны, не пускайте на самотек, следите за вашим финансовым состоянием. И если случился катаклизм, главное, нужно не растеряться и искать конструктивный выход из ситуации. Пусть ваше дело никогда не дойдет до судебных приставов. Максим Гоголев, Семен Афанасьев, Новый день. Ну что ж, мы хотели бы напомнить вам, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. Отправляйте привет и пожелания. И у нас есть особо запоминающие да. цифры люди, которые уже отправили нам сообщение. Итак, давайте я зачитаю. Доброе утро, страна. Доброе утро, Евгения. И Максим. Отличных выходных, ваш друг через экран. Привет И тебе. вам, друг, хорошего настроения. Ну что ж, друзья, а в Республике Саха-Якутия тем временем открылся второй класс Росгвардии по инициативе начальника Якутского ОВО. В Якутии второй по счету класс Росгвардии отрапортовал вчера в общеобразовательной школе номер 6 города Якутска. Напомним, что первый класс Росгвардии также был открыт по инициативе начальника ОВО города Якутска прошлой весной в Хатасской средней школе. А участники, учащиеся 5 А класса, прошли строем перед командным составом Росгвардии, приняли присягу кадета, получили из рук офицеров шевроны и кокарду росгвардейца. Волнение и смущение в рядах строя чувствовалось на протяжении всего мероприятия. Ранее шумный и живой класс отнесся к церемонии на удивление ответственно и добросовестно, отметили педагоги и классные руководители учреждения. Примечательно, что в такой знаменательный год открывается класс Росгвардии. В год памяти и славы, объявленный в России год патриотизма в Республике Саха-Якутия и год поколений в городе Якутске, подчеркнул руководитель и организатор классов Росгвардии, подполковник полиции Вусал Ахмедов. В завершении мероприятия выступил ветеран вневедомственной охраны, подполковник милиции в отставке Николай Жирков с напутственным словом юным участникам. Любимый ученик Исаака Левитана был Петр Иванович Петрович. В России, пожалуй, нет ни одного крупного художественного музея, начиная с Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Санкт-Петербурге, где бы не сохранились его картины. Петрович вдохновлялся живой природой и восхищенно запечатлевал его в своих этюдах и картинах. Смотрим. Скромный, застенчивый художник Петр Иванович Петровичев, который занял, несмотря на это, достойное место в русском искусстве. Начинал он свое обучение подмастерьем в Ростовском музее древности. И судьба улыбнулась ему дважды. Первый раз это когда его заметил великий баталист Василий Верещагин и помог ему поступить в Московское училище вояния и зодчества. Ну и вторая удача – это то, что его педагогом стал великий Исаак Ильич Левитан, который стал ему не только педагогом, но и таким добрым советчиком по жизни. После смерти Левитана он обучался у Валентина Серова. Вот такие великие имена. В то же время вместе с выставками передвижников к нему пришла и слава, и признание, и его работы уже покупает Третьяковская галерея, галерея Академии художеств и музей Александра Третьего. Чем же так интересен этот художник? У него своеобразный художественный язык. Это широкое такое письмо, это многофактурность, это плотность, такая рельефность в живописи. И вот здесь в экспозиции представлены две его работы «Отцветший сад» и «Букет». Они написаны в 1917 году. Так давно. Это вот то время, тот год, когда была его первая персональная выставка. И вот после этого он стал очень много путешествовать, очень много работать. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы. На тот период времени ему было около 70 лет, но несмотря на такой преклонный возраст, он тоже выходил и копал рвы, котлованы,
он строил заграждения, ну и за что, конечно, был отмечен медалью. Вот такой скромный, застенчивый художник Петр Иванович Петровичев, который внес свою лепту и в победу, и в русское искусство. Ну вот так, минутка Да. прекрасного самого утра для вас, телезрители. Ну а сейчас у нас время гостя. Мы продолжаем тему детской телерадио Академии Академии, «Полярная звезда» и проекта «Путь к здоровью». Сегодня у нас Егорова Татьяна Васильевна, заслуженный врач Республики Саха-Якутия, отличник здравоохранения из детской городской больницы. Татьяна, Доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Очень хорошее. Татьяна Васильевна, ну, бодрое. расскажите немного о вашей больнице, о вашем родной Бодщине. Наша больница, государственное бюджетное учреждение, детская и городская больница, имеет 3 структурных подразделения. Да? Это первое, это консультативное поликлиническое отделение, да, которое находится на Петровского 10/1. Тут сконцентрированы, да, узкие специалисты. Значит, по порядку педиатрической помощи, да, имеются такие специалисты, да, которые на 10 тысяч населения, они должны быть 0,5, 0,25, да. Это значит, в одной поликлинике, да, где вот на полставки должны работать, да, и когда-то вот организаторам здравоохранения пришла мысль, да, что сконцентрировать этих специалистов в одно место. И потом было создано вот это отделение, да, и там работают вот такие узкие специалисты, как аллерголог, иммунолог, да, нефролог, эпилептолог, кардиолог, гастроэнтеролог и так далее. Ну, А вот как попадает к вам? Просто по направлению или... так, значит, обязательно должны попадать по направлению участкового педиатра. Ага. Все понятно. А пациенты какого профиля к вам попадают? Да, кто Так, ваш пациент? значит, вот я озвучила вот эти специалисты, да, значит, по профилю этих специалистов должны попадать. Так, кроме этого поликлинического отделения, у нас еще работают 2 отделения реабилитационных, да. Это значит круглосуточный стационар, который находится по улице 50 лет Советской армии, и дневной стационар, это по Каландаршвили, да. Но все знают, что это реабилитационный центр, да, в народе вот так. Как-то это, да, но свое имя все наши отделения сделали, да, все знают, особенно вот, ну, у кого есть дети. Ага. Хорошо, а там Да. что? Как вы реабилитируете? Как вы Значит, лечите? наше отделение, да, имеет свой профиль. А по Каландаршвили, дневной стационар, у нас имеет профиль по неврологическим заболеваниям и травматолого-ортопедическим направлениям. Да? Значит, вот дети с такой патологией должны обратиться, ну, получают реабилитационную, восстановительную помощь в Ну этих что ж, отделениях. И расскажите, как вы сотрудничаете с «Полярной звездой»? Все-таки, да. Тут телезрителям сейчас немножко непонятно. Мы сотрудничаем с «Полярной звездой» очень много лет. Да. Мои сотрудники уже 1 раз были здесь, на вашей передаче, да, и про историю становления Это было совсем недавно, да? Нет, это было уже 20 лет, мы как Ну, сотрудничаем. имеется в виду гости. Совсем недавно Да, было. нам рассказали. Ну, может, кто услышал уже, да? Значит, я хочу сказать, да, что Татьяна Афанасьевна Гоголева, да, автор и руководитель этого проекта, да, внесла очень большой вклад, да, не только в образование подрастающего поколения и выявление юных талантов, да, но и оздоровление нации. Это в чем отражалось? Да? Значит, дети, да, которые вот ее воспитанники, да, значит, вот при сотрудничестве с нашей больницей какую помощь получали, да, значит, им проводилось комплексное обследование. Вообще комплексные мероприятия. Вначале это значит комплексное обследование в Центре здоровья детской городской больницы по формированию здорового образа жизни. Да? Выявлялись факторы риска неинфекционных заболеваний. Да? Потом в нашем отделении, да, проводилось комплексное реабилитационное лечение. Они получали. Да? И в рамках этого, да, составлялся план и проводилась школа здоровья. Школа здоровья. Школа здоровья, да, по всем направлениям, да, по профилактике вредных привычек, что такое ЗОЖ обучали, да, также по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, по правильному питанию. То есть полностью все Да. знания, касающиеся здоровья. Касающиеся здоровья, да, и самое главное, профилактики этих неинфекционных заболеваний, да. Значит, вот эти юные корреспонденты, да, они очень активно слушали, да, все записывали, да, и в чем суть этого проекта, да, значит, вот все полученные знания, да, юные корреспонденты,
они носили по всей республике, да. Значит, они приезжали по своему селу, И рассказывали. да, и друзьям, проводили классные часы, да, и все полученные знания передавали своим ровесникам, да. Это просто Да, здорово, да. это вот равный равному, да. Иногда дети как? Вот врач приходит, да, все говорит. А они полуха. Да, Влетело, полуха, вылетело, да. да? А тут, когда уже начинает говорить ровесник, да, это же как-то тоже по-другому. Авторитет уже другой, да. Да, поэтому вот юные корреспонденты, это были нашими помощниками. Ваши да. агенты здоровья. Еще хотелось бы сказать-то, вот в 2015 году наша больница выиграла грант по профилактике вредных привычек, да. И в рамках этого проекта мы создали фильм, обучающий для школьников именно в помощь для проведения школы здоровья, да. Тогда вот режиссерами, ну, мы как социальные партнеры, конечно, обратились к «Полярной звезде», да, и режиссером выступила Татьяна Афанасьевна Гоголева, да, а корреспондентами, юные корреспонденты вот «Полярной звезды», да, и вот все вот репортажи, да, вели юные корреспонденты, да. Да. Они не только репортажи вели, да, еще выступали как вот, ну, обычно вот больного ребенка там не снимешь, да, это их снимали, да, вот какие упражнения, как делать, да. Ну, все было как в реалии, да? Да, как в реале, вот обучающий фильм, да, и прямо они вот вопросы задавали, да, потом закадровый текст, вот дети читали, не кто-то вот взрослый, да, а дети читали, Молодцы да. какие. Полноценный фильм. Да, это полноценный фильм, да, на 45 минут, вот один урок, да, и там про как вот гимнастику для глаз сделать, да, как чистить зубы, по питанию, конечно. Все от и до. Да, по очень очереди. информативный фильм. А Очень где его найти? Значит, этот фильм, да, мы презентовали на форуме 15 лет доктрины ЗОЖ. Тогда были представители всех районов, да, тогда вот они напрямую получили этот фильм, да. Также могут они у нас взять, да, Узнать вот в сейчас. больнице вашей, И этот фильм и сейчас актуален, да, потому что тема и сейчас актуальная, да. Поэтому, пожалуйста, вот если кому интересно, да, и вообще-то вот Центр здоровья нашей больницы, да, по всем районам ездит, да, проводит также вот комплексное обследование и школы здоровья, да, Да. и вот пользуется вот этим фильмом, да, и когда просят, если кому-то интересно, да, тоже оставляет этот фильм. Всем юнкорам просто спецзадание найти этот фильм и показать всем своим детям, да, и друзьям. А еще нужно выложить его в YouTube, чтобы он был Вот, в открытом да. доступе. Да, вот это, оказывается, мы не сделали, да, вот это мы сделаем. Времени совсем мало Да. осталось, да? Мы бы хотели спросить, ну вот именно конкретные какие-нибудь курьезные случаи из вашей жизни. Но вот конкретно, если ближе к теме, да, Да. ну вот я, например, провожу школу здоровья для юных корреспондентов, да, но они активно это так все это слушают, да, записывают. У нас очень много вот наглядных пособий, да. Там есть вот легкие курильщика, да, здоровые легкие, да, вот здоровое легкое такое розовое, Всё красивое, да. проверено. А курильщика, конечно, там страшный очень, да, черная вся, да. И вдруг, да, один мальчик начинает плакать, всхлипывать. Как-то удивил, что случилось-то, испугались, да. Он говорит, у меня папа курит, да, он скоро умрет. Но пришлось успокоить, да, что если он бросит, то тогда все в норму придет. Ну, я думаю, мальчик дома повлиял на папино здоровье. Татьяна Да. Васильевна, большое Большое спасибо, спасибо что вам, пришли, что- поделились вашей радостью. Я надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Ну что ж, наши телезрители, не переключайтесь, это будет маленький перерыв. Доброе утро, друзья! Сегодня пятница, 31 января, и вы смотрите программу «Новый день». Да, и что же подготовили наши коллеги из информационной службы новостей? Смотрим. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Россия закрыла более 1,5 десятка контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, а число зараженных приближается к 8 тысячам.
На сегодняшний момент на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Президент провел соответствующее совещание на эту тему. Для координации этой работы, соответственно, подписано было распоряжение, чтобы создать оперативный штаб, который возглавила Татьяна Алексеевна Голикова, и он действует в круглосуточном режиме. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что главная наша ценность – это здоровье граждан. И здесь попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации в первую очередь, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские, соответственно, процедуры. Прибывшую из Харбина в Якутск девушку с высокой температурой госпитализировали в инфекционную больницу. Она находится под медицинским наблюдением, предварительный диагноз ОРВИ. Пробы больной направлены в лабораторию на весь перечень возможных возбудителей, включая новую коронавирусную инфекцию. Пассажиры этого рейса анкетированы и будут находиться под наблюдением поликлиник по месту жительства. На борту воздушного судна проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий. И к другим темам. Пособия, выплаты и компенсации будут проиндексированы уже с 1 февраля на 3%. Речь, в частности, идет о выплатах героям Советского Союза и России, героям труда и ветеранам-инвалидам на содержание собак-проводников. В увеличенном размере начнут получать выплаты и люди, пострадавшие из-за Чернобыльской аварии и ядерных испытаний. Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Увеличение объемов строительства на Дальнем Востоке ожидает в представительстве президента в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Трутнев полагает, что добиться такого результата можно благодаря программе льготной ипотеки. Для этого, по словам полпреда, необходимо обеспечить приход в регион новых крупных застройщиков. При этом Трутнев отметил, что рост цен на первичное жилье может нивелировать эффект от снижения ставки на кредит недвижимости. Напомним, ипотеку по 2% годовых получить молодые семьи могут. Главное, чтобы при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдают кредиты. По количеству заключенных договоров на получение дальневосточной ипотеки лидируют 3 субъекта – Приморский и Хабаровский край, а также Якутия. Глава республики Айсен Николаев вручил ветерану Ирине Баженовой первую в регионе юбилейную медаль к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Выполнил поручение президента Российской Федерации, написал в Твиттер Айсен Николаев. Отметим, юбилейная медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» была учреждена 13 июня 2019 года указом президента России Владимира Путина. Горка с длинным спуском, разные фигуры из снега и льда и другие зимние развлечения уже появились в ледовом парке «Северное сияние» на 202-м микрорайоне в столице. В эту субботу, 1 февраля, ледовый парк откроет свои двери для жителей и гостей Якутска. Сейчас на месте полным ходом идут завершающие работы по ледовым и снежным скульптурам. В этом году мы провели международный конкурс, в котором приняли 25 команд. Приняли участие международные команды, как Канада, Китай, Монголия, Белоруссия и города России. Будут украшать около полусотни красивых фигур. И в общем, по объему, по площади у нас в этом году увеличилось. Горки стали длиннее, фигуры выше. Приходите, будет здорово. Впереди еще много важной и актуальной информации, не переключайтесь. А вот мы с Максимом на самом деле очень любим, когда к нам в гости приходят актеры. С ними всегда легко и очень весело. И сегодня у нас актеры Русского драмтеатра имени Александра Сергеевича Пушкина, Дмитрий Юрченко, Александр Сердюков. Здравствуйте. Саша, Дима, Здравствуйте. доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, Да. поговорим Какая о тема? постановке «Слишком женатый таксист». Давайте поговорим. Очень интересная комедия, которая сейчас вызывает фурор у нашей публики. Людям очень нравится. Ну, это видно по аплодисментам в конце, когда весь зал встает,
Глаза у них краснючие от слез, но не от слез горя, а потому что смеялись на протяжении всех колик, да? постановок. До колик, да, и все счастливые. Спасибо, 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 спасибо. Ну, кратенько. Сюжет. Тезисно, о чём? Сюжет простой, двоеженец. Ну, у него две жены, ну, каждая не знает, естественно, о существовании друг друга. Он Естественно. бегает между ними, и так на протяжении многих лет человек живет. Но что-то в его жизни пошло в какой-то момент не так, и этот обман начинает всплывать наружу. И, естественно, он всеми правдами и неправдами пытается его Выкручивается. спрятать. Ты прям свою жизнь пересказал. Да, и твою заодно. Молодец. Все очень похоже на жизнь Дмитрия. Ну что ж, у нас были подготовлены вопросы, и этот вопрос уже исчерпан. Кто написал текст и как придумалось? Хорошо. Хорошо, а кого вы там играете? Стэнли Поуни. Да, причем перед вами сидят два состава. То есть, Да, да. Александр Вы оба на этой Стэнли роли. Поуни? Да. Ну, Стэнли Поуни, да. Мы играем одного персонажа. Это вообще впервые, да, у нас, по-моему? А, нет, Нет, вру. было уже. Нет, у нас однажды было, но не очень удачно, что мы играли одну и ту же роль. Это было давным-давно и неправда. А в этот раз мы играем одну роль вдвоем. То есть мы обрадовались, потому что, поскольку мы дружим в жизни, мы и дружим на сцене, соответственно, помогали друг другу создавать этот уникальный Ну, совершенно это образ. интересная роль. Да. Роль такой хиппи, безработный, человек, который всегда на позитиве, что-то из раздела «Привет, ребята, как дела? Всем вау, 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 как настроение?» Вот в таком вот формате Да. существует. Надо посмотреть две постановки, то есть два варианта. Да, если идти, то нужно вначале сходить на один вариант, потом на на второй. плохой, на мой, и на хороший Дмитрия. Спасибо. Пожалуйста. да. Приходите. Хорошо, ну вот вы дружите уже столько не живут, как говорится, да? мы, Сколько лет? если с 10 20 класса, 20 мы с лет. 10 класса вместе, и все, что делаем. Отвечаем тоже вместе. Вот. Да. Это сколько? Ну, уже 20 лет. 22. 22 Почему у года. меня 20, а у тебя 22? Ну, я тебя старше немного. ну да, хорошо. Я начал с тобой дружить, когда ты со мной еще не Ну, дружил. я понял, ты же в Сколько автобусе. спектаклей вы вместе сыграли раз, и сколько, скажем так, во сколько количество передряг вы успели попасть за эти 20-22 года? Ну, спектаклей, вот я недавно мне делали мою выписку, сколько я сыграл, там было около, по-моему, 70 или 80 спектаклей. И Из них если соли- учесть, что мы все время плотно работаем практически во всех спектаклях, можно смело утверждать, что 50 ролей, 50, вернее, спектаклей мы точно сыграли вместе. Да, и... В том числе и жизненных, да? Ну, жизнь. Там гораздо больше. Да, вот. А коллизий всяких, по-моему, в каждом спектакле всегда наступает какой-то этап, когда что-то должно произойти. И в каждом спектакле что-то происходит, какая-то... Но если их рассказывать, просто эфирного времени не хватит. Ну и не Это стоит вам нужно рассказывать, специально это нужно сделать отдельную посмотреть, программу. мне Да. кажется. Да. Барышня и крестьянка, расскажите. Да, у О, вас это там такие чудесные замечательная образы. постановка. Очень интересный опыт, потому что это, во-первых, женский спектакль, женский взгляд на Романтическое классику. Да, он произведение. всегда другой. Ну, по крайней мере, вот у меня уже был опыт постановки с женщиной-режиссером, с московским. Вот, это была госпожа Воронина, которая поставила спектакль замечательный «Тотус», который уже там более 5 лет идет. Да, Вот. а это поставила Ирина Астафьева. Ирина Астафьева. Причем у нас такие интересные роли с Александром получились в этом спектакле. Их нет в пьесе. То есть они не То есть прописаны. Ну да. мы играем двух ангелов, двух купидонов, которые дарят, ну, вернее, один дарит любовь, а другой, наоборот, злой Отбирает. такой. Ну, как бы прям не Вредничает. отбирает, ну, как бы не то, что- пакостит. Да, пытается одеяло на свою сторону создает перетащить. препятствия. Вот Александр играет доброго, светлого купидона, а в моем лице забияка такая вышла. Да, И вот эти купидоны как бы рождают эту саму историю. Барышня-крестьянка как бы находит эту книжку, начинает ее читать, как-то немножко подправляя сюжет со своей стороны. Вот в таком То есть, Это если импровизация собираетесь на барышню-крестьянку, не ждите классического прочтения. Да нет, на самом деле оно в принципе относительно это классика. То есть в принципе все там по тексту и по смыслу. Смысл не меняется, меняются просто немножко декорации. Да. В принципе ситуация, да, она что в 18 веке, что в 19, что в 21, она одна и та же. Вы просто меняемся- добавили свой взгляд. Да. Да, мы проявили свой взгляд, и все, что придумано на сцене, все, что делаем мы, купидоны, ну, я могу только за нас с Дмитрием говорить, это все придумано нами и режиссером Ириной Владимировной. Это полностью импровизация. Нам говорили, принесите на репетицию 50 этюдов на такую тему. И мы с Александром сидели, Профессиональные придумывали эти моменты из 50 этюдов. актерской Из жизни. 50 выбирали один, и к следующей репетиции еще нужно 50. Хорошо, но сегодня у вас, 31 января, один из моих любимейших спектаклей, да, вот, Максим, если ты еще не видел, обязательно сходи, коллекция Нишмана. Да. Это Да. совершенно отдельная страница в нашей актерской жизни, как что для Дмитрия. Грустная комедия.
Нет, вообще там в плане постановки, в плане вообще погружения в этот материал, ну, для меня, наверное, это один, если не самый такой Да, это очень сложно. Это глубочайший. я смотрела трижды, и дважды я плакала. Оставил его Сергей Павлович Федотов из города Пермь. Есть у него известнейший совершенно первый мистический театр в России. У моста называется. Ну, загуглите, зайдите в Инстаграм, он есть. Совсем недавно, кстати, он поставил в театре на Таганке на Илью Глинникова, если знаете такого артиста. Вот тоже Мартина Макдонаха пьесу, но только немножко другого формата. Вот, известный режиссер. Да. А «Калека Санишмана» очень грустный, но в то же время комедийный спектакль о судьбе одного калеки, у которого была мечта, и он, несмотря на свои физические ограничения, он к ней стремился, шел, и борьба человечка, маленького человечка, который никогда в своей жизни не сдавался. И вот, Ну, смотрите, да. А кого И вы грустно, играли? и поплакать, и там есть даже политические моменты. да, там много моментов. Александр играл Бартли, и я Мгм. играл самого Калеку Билли. Ну, как играл? Ну, До сих пор А играю. я играл, что ли? Ну и ты играешь, ты молодец большой. Молодец. Вот. И сегодня вечером как раз будет этот спектакль, поэтому приглашаем всех гостей, всех телезрителей. Кто еще не успел посмотреть, всех это жителей чудесно. Да, города и Якутска. если у кого-то, друзья, накопились какие-то проблемы, мне куда смотреть, чтобы обратить? В камеру? Вот прямо. Вот. Вот, здравствуйте, ребята, да. Значит, дорогие телезрители, все, кто проснулся в столь раннее утро, приходите к нам на спектакль «Калека Санишмана». Если у вас есть какие-то проблемы, не платят зарплату, дети вредничают. Да, Ждем вас к нам. Молодец. Александр, Дмитрий, и Спасибо хочется большое, сказать да, что телезрителям, пришли. придете вечером и увидите, как о голову Александра разбиваются яйца. Каждый Да. раз. Класс! Друзья, Спасибо большое, что спасибо вам пришли. большое, что пришли, Спасибо вам, подняли Вы порадовали настроение. и подняли Дорогие настроение. телезрители, сегодня пятница, хороших вам выходных. Не переключайтесь. Друзья, ну вы смотрите программу «Новый день». Да. Ну, мы очень рады, что вы все еще с нами. И мы хотели бы напомнить вам, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах утром минус 21, минус 28, днем минус 17, минус 26, в Заречных минус 25, минус 39, днем минус 21, минус 36, в Южных Улусах минус 16, минус 21, минус 15 днем, в Вилюйских Улусах минус 18, минус 24, днем минус 16, минус 23, в Нижнеленских минус 26, минус 28, днем минус 27, минус 28, в Западных Улусах минус 13, минус 17, днем минус 12, минус 18. В Колымо-Индигирских Улусах минус 21, минус 38, днем минус 16, минус 37, в Янских минус 18, минус 27, днем минус 21, минус 26. На северо-западе минус 20, минус 32, днем минус 20, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 28 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер западный минус 2,7 метров в секунду, днем ожидается минус 23, минус 25 градусов. Что ж, мы еще хотели напомнить, что 1 февраля в субботу в 11 часов на канале НВК «Саха», Якутия-24, радио Татим, отчет правительства республики. Руководство Республики Саха-Якутия готово ответить на все ваши вопросы. Вопросы отправляйте по номеру 8 4112 508 229 или на почту yakutia.click или saha.gov.ru тест отчет 1. Ну а у нас есть утренний привет, хочу зачитать. Итак, доброе утро всем. Дорогую Анну Павловну поздравляем с днем рождения. С Вилюйска твоей подруги Томас Мак, большими буквами. О. Видимо, большая компания дружных подружек. Присоединяемся к поздравлениям. Ну а далее у нас Далее у нас вакансии. вакансии. Друзья, если вы ищете сейчас работу, если хотите улучшить свою зарплату, то внимание на экран. У нас есть для вас варианты. Требуется ветеринарный врач, заведующий, требования высшее профессиональное образование, магистратура или специалист. Прием по результатам собеседования. Заработная плата 32 тысячи рублей. Требуются разнорабочие, выносливые, наличие санитарной книжки и безвредных привычек. Заработная плата 28 тысяч рублей.
Также требуется официант. Требование доброжелательность при общении с клиентами. Это обязательно, естественно. Наличие санитарной книжки и заработная плата от 28 тысяч рублей. Ну что ж, мир глазами художницы Микмяновой. У нас в гостях Ирина Микмянова, художник. Соответственно, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, всегда радостно, когда приходят творческие Да. люди и, скажем так, не знаю, закладывают в душу вот это желание, вот это Творить. творить или хотя бы созерцать. Мгм. Ирина, доброе утро. Как у вас настроение? Замечательно, спасибо. Ну, а расскажите, конечно, первым делом о ваших выставках. Вы человек опытный, вы художник опытный, и вы работаете во многих направлениях. В прошлом году у меня было несколько выставок. Сначала в Санкт-Петербурге в марте месяце, потом я поехала во Владивосток. Это было в июле. И после в Москве, и потом в Якутске. Насыщенный график. То есть наоборот, ну да. Да. Расскажите о себе. Я художник, закончила Институт искусства в Владивостоке, и мы очень любили путешествовать, ездить на пленеры. Наверное, с тех пор и любовь к путешествиям у меня в крови. А когда вы решили стать художником? В каком это возрасте случилось? Ну, это было очень рано. Лет в 10, наверное, я уже решила, определилась со своей профессией, что я буду преподавателем рисования. Так я и преподаю. Практически пол-Якутска училась у меня рисовать. Я начала еще 10 лет назад, когда никто этим не занимался, проводить такие курсы для взрослых. И я приветствую всех своих учеников и буду рада их видеть в своей мастерской опять. Ну а поподробнее про эти курсы, да, как вы преподаете? Но ведь не всем быть профессиональными, мастерски умелыми художниками. Ну, говорят, у меня талант преподавателя, поэтому я очень долго работала в художественном училище, в школах искусств. Но сейчас, к сожалению, когда я вернулась из Польши, побывав там, в общем, года на два так, и я не могу найти себе место преподавания. Поэтому приглашаю всех в мастерскую. Да, это временно, я считаю. И у меня вот такой каверзный, возможно, вопрос, когда вы почувствовали, что вас признали? Да, момент, славы или известности. Ой, трудно сказать. Вообще нас учили мастерству, нас учили академической школе, и поэтому мы достаточно уверены в себе были. Но когда у меня в 90-е годы купили работу в Канаду, вот это, пожалуй, было, да, такой звоночек, что, в общем, да, я состоялась как художник. А вас нашли через знакомых? Или Нет, кто-то это приехал была сюда? выставка в Якутске, в музей, был тогда на Хабарово, Национальный художественный музей, и у меня там купили одну картину. Откуда черпаете вдохновение? Откуда берется вдохновение вообще? Или это вам момент трудолюбия? Я была художником в Институте проблем малочисленных народов Севера и еще работала в музее этнографии, истории этнографии в СВФУ. И, в общем-то, там вот эти вот старые вещи прекрасные совершенно, они вдохновляют на творчество. И писаницы, да. Ну, ваши картины, они такие образные, да, можно сказать? Ну, в общем, да. Вот, например, это я вам в подарок принесла 2 работы. Это как открытки получается? Да, это открыточки, их можно в Национальном художественном музее купить. Это вам с девочкой, а это вам с оленями. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Видно Покажем, сейчас, давайте, может быть, да? кто-то возьмет покрупнее. Они сделаны серебром. Такие, знаете, в нашем национальном стиле. Спасибо. У меня Ирина, много таких. У меня такой Целая вопрос. серия. А вы работаете прямо в нескольких направлениях. Это и живопись, и графика, и еще что-то же, да? Как-то перестраиваетесь? Как вы так универсально действуете? Ну, это просто жизнь предлагает свои условия. Когда-то у тебя есть мастерская, ты можешь писать картины маслом, портреты, там, пейзажи. А когда-то нет возможности, вот такие вот малые формы тогда у нас случаются. Да. А вот когда вы пишете, вы обязательно имеете учеников или нет? Нет, конечно, пишешь всегда один.
Да, ну вот, допустим, А если ученики — это отдельная работа. сравнить Рембрандта, да, который тоже начал художество, да, со своих молодых совсем лет, он даже с тех времен имел учеников почему-то. Вот интересно. Раньше ученики занимались чисто техническими вопросами, они перетирали краски. Да. А сейчас у нас химическая промышленность хорошо работает, краски Не не надо требуется, перетирать, поэтому Не нужны вот да, в качестве ученики подмастерий, да, в качестве подмастерий теперь уже отпала такая необходимость. А есть любимые ученики и любимые работы у художника? Это корректно так говорить? Я думаю, что не Среди все учеников. любимые. Все любимые. Конечно, я всегда рада всех видеть. Ну, А талант работы? чувствуется, да? Талант Да. чувствуется? Вообще нам, когда трудолюбие. давным-давно я начинала учиться, говорили, что все люди одинаковые, все могут, всех можно научить одинаково. А на самом деле есть очень способные люди и есть люди, которые менее предрасположены к этому виду творчества. Но трудолюбием они могут компенсировать какую-то долю вот этого. Ну, смотрите, вы действительно. проводите занятия и со взрослыми, и с детьми. Допустим, ну вот ребенок пришел из интереса или вместе с мамой. Видно сразу с первых занятий, есть ли у него этот божья искорка или он вот просто, ну, трудяжка. Ну, я бы так не сказала, что с первого занятия можно заметить, но есть дети, которые целыми днями рисуют. Кстати, у нас 1 февраля будет мастер-класс в музее. Приглашаю всех, потому что по субботам и воскресеньям с 3 часов я буду давать там мастер-классы. Можно с Милости ребятишками просим. приходить, да? Да, там билеты стоят что-то там в музее, но Мгм. можно Можно приходить там вместе узнать, с да? мамами. Обязательно нужно прийти, взрослым, потому и что, детям. да, ваши картины, они по всему миру известны, да, действительно. У меня еще такой вопрос. Какая у вас мечта? Мечта, трудно сказать, я как-то об этом не думала. И Ну, цель, возможно, какая-то? сделать очередную выставку, наверное. Подготовить. А как вы Да. готовитесь к выставке? Вот мы, люди, скажем так, гражданские, не в теме Да. специфики работы художника. Когда возникает желание сделать выставку, какие шаги нужно предпринять? Ну, когда есть у тебя достаточное количество работ, то можно уже делать выставку. И вот очень приятно было во Владивостоке услышать такое мнение о себе и своих работах, что Александр Городний сказал, это музей современного искусства в Владивостоке, что мои работы — это, ну, очередное слово в графике, что я уже состоялась как художник, нашла свой язык. Очень приятно было услышать, и он меня из Польши туда пригласил, во Владивосток. Вот так вот, ближний край. Да, вы художники, наверное, имеете какое-то сообщество, я считаю, да? Вы Ну, у общаетесь. нас да? союз художников, конечно. Насколько это действенно в плане обмена идеями? Да, Или вот вы именно. наблюдаете за мастерством друг друга? Раньше Союз художников имел такие функции, что вот отправлял на творческие дачи, можно было гораздо больше благ получить, мастерские. А сейчас, конечно, все это меньше, в меньшей степени. Мы участвуем иногда вместе на творческих выставках и бесплатно, условно бесплатно, мы ходим в музей, ну, потому что членские взносы платим, все это не совсем бесплатно, но Эрмитаж, Третьяковка, Русский музей, всегда их двери открыты для нас. А Приятно. дружат ли художники друг с другом, или все-таки есть какое-то Конечно. конкурентное чувство? Конечно, дружат, мы всегда очень рады, когда вот выставки делаются. Ирина, а вы жили не только в Якутии, жили за границей, очень много путешествовали. Вот как вот эти передвижения, да, смена дислокации поменяли на вас в творческом плане? Ну, в Польше я сделала 9 выставок, когда там жила, и очень интересно, потому что ты попадаешь из зоны комфорта своей, условно, такой вот безопасной, в какие-то новые условия. И когда ты отвечаешь на эти вызовы да? жизни, то это очень интересная игра тогда получается. И вот времени совсем чуть-чуть осталось. Мы бы хотели у вас спросить, каких художников республики вы хотели бы отметить сами? Да, с точки зрения профессионала. Туяра Шапошникова, Михаил Старостин. Да все они у нас красавцы и красавицы. Ольга Скорикова, Евдокия Романова, с которой я училась во Владивостоке. Мы все друг друга любим и следим за творчеством друг друга. Ирина, ну большое Да, спасибо, большое спасибо, что пришли. Надо обязательно прийти к вам на мастер-класс 1 февраля в музей. 15 часов. В 15 часов.
Хорошего вам настроения и хорошего вам сегодня дня. Да. Спасибо вам тоже. Также и вам, дорогие телезрители, отличного сегодня дня.